Из Третьяковской галереи уволили смотрителя после инцидента с похищением картины Архипа Куинджи, Айпетри. Крым. Она была в оцепенении, что недопустимо, решило руководство галереи. Похититель картины смог покинуть Третьяковку, но вскоре был задержан. Смотритель, которая была в зоне произошедшего, была уволена по собственному желанию, сообщили Интерфаксу в Третьяковской галерее. Картина «Айпетри. Крым» была похищена в воскресенье, 27 января. В понедельник утром полиция сообщила, что полотно нашли в Подмосковье, похититель задержан. Им оказался 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. На видео, которое публиковал Следственный комитет России, было видно, что он беспрепятственно снял картину со стены, в другом зале вытащил полотно из рамы и покинул галерею, сев в белый «Мерседес». Уволенная сотрудница не собралась и не выполнила служебные обязанности, чтобы вести себя как необходимо в той ситуации, пояснили в галерее. Она была в оцепенении, что недопустимо. Чтобы этого не было впредь, на этой должности она работать не может, заявили агентству в Третьяковке. После кражи и скорой находки картины Куинджи директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова пообещала наказать виновных в происшедшем, упомянув и увольнение. Мы разговариваем со всеми сотрудниками, которые отвечают за безопасность, смотрителями, чтобы понять, как это могло произойти, кто нарушил должностные инструкции, кто не соответствует должности, кто вообще не имеет права работать в галерее, говорила Трегулова. Директор галереи не снимала ответственности из себя. Источник агентства Интерфакс говорил, что вопрос о ее увольнении ставиться не будет. Трегулова также говорила, что похищение картины – это совпадение обстоятельств, за которые ответственны мы все, весь музей, все службы, которые обеспечивают безопасность, занимаются организацией выставок, экспозиций, кто формулирует условия экспонирования. Накануне пресс-служба Третьяковской галереи сообщила, что картина «Айпетри. Крым» вернется на выставку и будет размещена не на прежнем месте, а в открытой зоне под стеклом и с сигнализацией. Причем ранее в Третьяковке говорили, что картину отправят обратно в Петербург и в экспозиции она больше принимать участие не будет. Картина висит на новом месте, которое лучше просматривается с камер видеонаблюдения, сообщил утром из галереи корреспондент Интерфакса. Сначала она выставлялась в небольшом по габаритам месте. Понимая,
что сейчас повышенный интерес к картине, мы решили разместить ее в большем пространстве, рассказала журналистам хранитель галереи Татьяна Городкова. Мы используем и традиционные способы защиты, как мертвый крепеж, это физическое прикрепление рамы к стене. На картину смонтирован датчик, это технические средства защиты, средства индивидуальной защиты полотна, которые произведут специальный сигнал тревоги в случае опасности, цитирует ее РИА Новости. Третьяковская галерея, как и многие другие музеи, оборудована 3 рубежами охраны, количество рубежей охраны зависит от помещения. Например, выставочные залы в здании на Крымском валу, где проходят постоянные выставки, оборудованы всеми 3. В здании номер 12 по Лаврушинскому переулку, инженерный корпус, где проходит выставка Куинджи, только 2 рубежа охраны, говорится в акте обследования зданий галереи. Картина Куинджи, IP3.Крым, которая принадлежит Петербургскому русскому музею, была украдена с выставки в инженерном корпусе Третьяковской галереи вечером в воскресенье, 27 января. Злоумышленник просто снял ее со стены на глазах у многочисленных посетителей и ушел. Утром в понедельник полиция сообщила, что задержала подозреваемого по горячим следам и нашла картину. В МВД уточняли, что задержанный ранее проходил по делу о хранении наркотиков и находился под подпиской о невыезде. Позже было названо его имя, Денис Чуприков. Как сообщали в МВД, подозреваемый был задержан в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Там же, в одном из строящихся зданий, нашли спрятанную им картину. Как заявили в Минкультуры, полотно, страховая сумма которого составляет 12 миллионов рублей, получила незначительный ущерб в виде потертостей, причиненной преступникам при варварской транспортировке. На видео, распространенном полицией, Чуприков говорил, что он законопослушный гражданин и не совершает преступлений. Накануне Чуприкова в изоляторе временного содержания посетили члены Московской общественной наблюдательной комиссии. Он просил передать, что извиняется перед всеми гражданами России за свой поступок и что ему очень жаль и стыдно за то, что он совершил, рассказывал Интерфаксу ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.